Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем, почему водителям арендованного автомобиля очень сильно заинтересовались автоинспекторы. За что вас остановить, можете сказать? Пошли. Покажем, как водитель Дэу смог опрокинуть автомобиль на совершенно пустой дороге. Вы сегодня не упивали? Давай упни. А также ЧП на улице Химическая. Дверь горячая была, дотронуться не забыла. Что с хозяином? А у нас связь как-нибудь выходит? Нет телефона. У него телефона нет? И почему соседи считают, что это поджог? Это и не только. Прямо сейчас. 25-летнего водителя с признаками наркотического опьянения задержали автоинспекторы на улице Гагарина. Парень вел себя буйно, а когда его привезли в больницу для прохождения медицинского освидетельствования, он и вовсе вырвался из патрульного автомобиля и попытался убежать. К чему это привело, знает Вероника Гайнутдинова. За что вас остановить, можете сказать? Пошли. Ну, не ругайся, что ругайся-то, я не пойму. А? Хорошими манерами водитель арендованного автомобиля не блистал. Автоинспекторы остановили его во дворе одного из домов на улице Гагарина. У парня заметили признаки наркотического опьянения. Запаха спиртного у него не было, но вел себя молодой человек неадекватно. Когда его привезли на медицинское освидетельствование, он отстегнул ремень и попытался убежать, но был задержан. Больше бегать не будете? Проходить медосвидетельствование в больнице автомобилист отказался, при этом надеялся уверить окружающих в том, что он трезвый. Я в нормальном состоянии. То есть вы трезвый? Я трезвый. Но вы не сдавали анализы же? В отношении автомобилиста составили административный материал по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». За это предусмотрено до 15 суток административного ареста. К слову, этот молодой человек уже не раз попадался нетрезвым за рулем. За свои 25 лет он уже привлекался к уголовной ответственности за повторное вождение в пьяном виде. Год назад он вновь получил свои водительские права и сейчас опять рискует их потерять. Помимо этого, если в его крови действительно найдут запрещенные вещества, его, вероятно, поставят на учет в соответствующий диспансер со всеми вытекающими из этого ограничениями. Вероника Гайнутдинова, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. Дэу Нексия ночью на Метьевской магистрали перевернулась на крышу. Дорога в такое время практически пустая. И у автоинспекторов возник вопрос, как водитель умудрился опрокинуть иномарку. Впрочем, все стало ясно по его поведению. Юлия Гоголева продолжит. Как водитель Дэу Нексии умудрился перевернуть свой автомобиль на пустой ночной дороге, можно было понять по его поведению. У парня характерные признаки алкогольного опьянения. Давай упни. Все. Вы сегодня не упивали? А? Не упивали сегодня? Сам водитель не пострадал. Автоинспекторы посадили его в патрульную машину. В ходе беседы выяснилось, что, возможно, он вообще не имел права садиться за руль. Водитель? Нет. Нет. Никогда. Нет. В итоге молодого человека забрали в отдел полиции для установления личности. Автомобиль отправился на штрафстоянку. Юлия Гоголева, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. 4 автомобиля столкнулись на улице Ипподромная. По предварительным данным, ее спровоцировал водитель Kia. Он, выезжая из двора, не пропустил девушку, управлявшую автомобилем BMW. После касания немецкую иномарку отбросила на припаркованный Кадиллак, а уже того по инерции на ЗИЛ. Люди в аварии не пострадали. Драка из-за 400 рублей обернулась смертью одного мужчины и лишением свободы на 7 лет для его приятеля. Трагедия произошла в декабре минувшего года на улице Шоссейная. Выпив, мужчины начали ссориться. И когда один из них стал собираться домой, обнаружил у себя пропажу денег. Заподозрив в краже своего собутыльника, мужчина напал на него и сильно избил. Тот скончался в больнице спустя 2 недели, а нападавший оказался на скамье подсудимых. При каких обстоятельствах произошло? На вас первым напали? Вы защищались? Как все произошло и действительно ли накинулся с кулаками на своего приятеля, 28-летний Артур Юсупов рассказывать не стал. Пролить свет на историю не захотел и его адвокат. Подсудимый обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасным для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Как установило следствие, в декабре минувшего года Артур Юсупов встретился на улице со своим приятелем. Тот предложил пройти к нему домой выпить. Во время застолья приятели поссорились, решили разойтись. И когда
когда одевался, обнаружил пропажу 400 рублей. Конфликт вспыхнул с новой силой и дошел до рукоприкладства. Подсудимый нанес потерпевшему не менее 6 ударов руками и ногами по телу потерпевшего, то есть по грудной клетке, по спине, по ногам и по лицу, по голове. Согласно уголовному делу, избив своего приятеля, Артур Юсупов скрылся с места. Пострадавшего госпитализировали в больницу. За его жизнь врачи боролись почти 2 недели, но от полученных травм он скончался. Также на момент совершения преступления подсудимый отбывал условное осуждение за аналогичное преступление, только по части 1 статьи 111 умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. После поимки подозреваемого его условный срок превратился в реальный. Сегодня Кировский районный суд приговорил Артура Юсупова к 7,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Рамиль Шайдуллин, Елена Саляхова, Наиль Абдуллин. Вызов 112. 29-летний житель Казани попался на краже компьютера из магазина техники на улице Декабристов. Злоумышленник воспользовался тем, что в магазине не было покупателей и продавцов. Ему приглянулся системный блок стоимостью почти в 30 тысяч рублей. Он снял его с полки и вынес из магазина. Полицейские смогли моментально вычислить подозреваемого. Момент кражи был зафиксирован камерами видеонаблюдения в магазине. Оперуполномоченные отдела полиции Московский провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 29-летний житель Казани. В ходе работы полицейские установили его причастность еще к 5 аналогичным хищениям, совершенным в данном магазине в разное время. В настоящее время ведется следствие по всем установленным фактам. Оперативниками принимаются меры по розыску похищенного имущества. 67 коробок нелегального антисептика нашли у жителя Нижнекамска. Обнаружить находку удалось, когда около одного из торговых центров города полицейские остановили его автомобиль. В нем мужчина перевозил более 3000 флаконов с антисептическим раствором для приготовления лекарств. Сопроводительных документов с собой у водителя не было. Также в кузове данного автомобиля было обнаружено и изъято 3 упаковки лосьонов. В каждой коробке по 24 флакона, объемом 100 мл каждый. Всего 72 флакона, без соответствующих сопроводительных документов. Все материалы направлены в Госалкогольинспекцию Республики Татарстан для принятия процессуального решения. Сегодня утром сгорела квартира в одном из домов на улице Химиков. К счастью, никто не пострадал. Хозяина в момент возгорания дома не было. Пожарным пришлось выламывать дверь, но к этому времени огонь почти полностью уничтожил жилье пенсионера. Его самого найти так и не смогли. Что, по предварительным данным, могло стать причиной возгорания, на месте узнала Елена Саляхова. Дверь горячая была, дотронуться нельзя было. Огонь в квартире одного из домов на улице Химиков вспыхнул рано утром. Жильцы второго подъезда проснулись от едкого запаха гари и дыма. Все поняли сразу и вызвали пожарных. Дым был, вообще ничего видать не было. Один дым. Тогда сразу вывели всех на улицу, да? Да, пожарники очень такие активно работали, очень даже. Однако попасть в горящую квартиру огнеборцы смогли не сразу. Дверь была заперта, пожарным пришлось ее выломать. Всем объяснили, скорее на улицу выходите. Может, отравили, может быть, потому что этот как-то пластмасса горел, пластмасса. К счастью, в огне никто не пострадал. На момент пожара хозяина квартиры дома не было. Как рассказали соседи, там живет 68-летний пенсионер. Он недавно похоронил жену и начал пить, а сегодня утром он ушел из дома. После этого вспыхнул пожар. Связаться с мужчиной пока не получилось. А у нас связь как-нибудь выходит? Нет, нет телефона. У него телефона нет? Да. А как с ним вообще люди общаются остальные? Ну как, вот я приезжаю к нему через день, через два, вот так. Ну, подкармливаю, питание покупаю, продукты ему покупаю. Ну, вчера я не приехал, конечно. Сегодня дальше приехал? Сегодня тоже не приехал бы еще. Завтра я собиралась к нему с утра приехать. Что стало причиной пожара, сейчас будут выяснять дознаватели. Есть версия, что причиной пожара могла стать неисправность электропроводки. Однако не исключено, что хозяин квартиры мог сам поджечь ее. Елена Саляхова, Константин Бушуев. Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 898 69 112 112. Также мы доступны в социальных сетях. Присылайте видео, снятые вами. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.